Синьцзянское телевидение, один из китайских пропагандистских каналов, сообщило 22 июля, что Пекин пригласил делегацию кувейтских журналистов из 10 человек, которые находились в городе Урумчи с 15 по 19 июля. В Урумчи делегации показали музей антитеррор, старые улицы древнего города Кашгар и заранее подготовленные вымышленные туристические объекты в районе Писиват, в том числе китайские текстильные предприятия, так называемую школу и другие якобы образовательные комплексы. Пытаясь оправдать систематический геноцид мусульманского народа, Пекин пытается скрыть следы преследования уйгуров. Китайский режим заключил миллионы жителей Восточного Туркестана в тюремные лагеря и тюрьмы за последние 7 лет, отправляя молодых людей в изгнание на принудительные работы на китайских фабриках, в китайских провинциях и в других местах, а также привлекая китайских поселенцев для освобождения мест. Пекин резко сократил уйгурское население. На данный момент, мобилизуя дипломатов и представителей прессы, завербованных из зарубежных стран, особенно из исламского мира, Китай пытается создать образ того, что все в регионе в розовом свете. Чтобы изменить демографическую структуру Восточного Туркестана, власти коммунистического режима продолжают поощрять миграцию туда китайцев и оказывать финансовую и политическую поддержку их обустройству в регионе. Согласно сообщению китайской газеты «Молодежь» от 25 июля, власти подтвердили, что около 10 тысяч китайцев поселились в Синьцзяне с 20 июля в рамках так называемого добровольчества для западного проекта. Пекин, который ускорил свои планы по китаизации Восточного Туркестана, открыл прямой рейс из провинции Хотан в Восточном Туркестане в Пекин. По данным китайской сети Вангуй, рейс СА-9661 Пекин-Хотан авиакомпании China International Airlines вылетел из аэропорта Пекина во второй половине дня 25 июля и прибыл в аэропорт Кунганг в Хотане. Название аэропорта Хотан недавно было изменено на китайское. По сообщениям китайских СМИ, авиакомпания планирует выполнять 5 прямых рейсов в неделю в двух направлениях. Перелет из Пекина в Хотан занимает 5 часов. Президент США Джо Байден издал указ, в котором объявил о выделении Тайваню военной помощи в размере $345 миллионов из собственных запасов американских военных, включая оборонные поставки, а также военное образование и подготовку. Пока нет заявления Министерства обороны США, Пентагона о содержании пакета, и есть комментарии о том, что эта поддержка Тайваня вызовет реакцию Китая. Министерство обороны Японии прогнозирует, что к 2035 году у Китая будет 1500 ядерных боеголовок. Министерство опубликовало отчет о 5-летних оборонных целях и программе под названием «Оборона Японии 2023». В докладе прогнозируется, что к 2035 году Китай будет иметь 1500 ядерных боеголовок, в то время как Китай усилит свое военное давление на Тайвань. Это усилит региональную напряженность и создаст угрозу безопасности, особенно для островов на юго-западе Японии. Министр обороны США Ллойд Остин, который находится в Австралии для участия в серии встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном, встретился с министром обороны Австралии Ричардом Марлисом. Выступая перед журналистами перед встречей, Ллойд Остин сказал, что США продолжит поддерживать союзные страны, защищающиеся от Китая, указывая на тревожное давление Китая от Восточно-Китайского моря до Южно-Китайского моря и юго-западной части Тихого океана.